Государственного ордена «Знак почета» Русского драматического театра. Сегодня в галерее «Серебряный век» Национальной библиотеки Чувашской Республики мы открываем персональную выставку главного художника Русского драматического театра, народного художника Чувашской Республики, члена Союза театральных деятелей России, преподавателя Чебоксарского художественного училища Владимира Степановича Шведова под символическим названием «60/40». Дорогие друзья, сегодня вашему вниманию студенты Чебоксарского художественного училища представят две коллекции костюмов. Одну из них, коллекцию «Русская душа», состоящую из костюмов Московской Руси, княжеских, боярских и царских облачений. Они продемонстрируют прямо сейчас. Коллекция создана в 2017 году, руководитель Ольга Ивановна Голованева. Душа, ее нет краше, как скромен и велик ее наряд. Через века пройдя, она осталась та же, сохранив свой кроткий, светлый взгляд. Русская душа, люблю тебя, сильнее всех на этом свете белом. Для выступления приглашается председатель Союза театральных деятелей Чувашии Сергей Вадимович Павлов. Өргөн болдар хизепле эштерсем, өргөн болдар хизепле туссем, театр искусствине как лаганзем.
Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые коллеги, любители театрального искусства. Добрый вечер, уважаемый Владимир Степанович. Когда вы позвонили, пригласили меня, я помню, как вы сказали, я говорю, приглашаю вас как официальное лицо, как коллегу и как земляка. Но больше мне слово понравилось как земляка. Мы действительно с одного района. Каждый из нас, присутствующих людей, является патриотами своего села, своего района, своего города, своей страны. Я очень рад сегодня находиться у вас в гостях. Я прекрасно понимаю то, что мы сегодня видим, эти эскизы, это 1/5 часть работы художника. Впереди очень большой труд ожидается, это воплощение, реквизиты должны работать, бутафоры, костюмы и так далее, и так далее. Я не помню, как называется, как художник, это один известный художник сказал, лучше, говорит, я нарисую 10 картин, чем быть театральным художником. По-моему, это Васнецов говорил. Виктор Васнецов, он непосредственно периодически работал в театрах и выпускал спектакли. Владимир Степанович, Союз театральных деятелей Чувашской Республики от всего сердца поздравляет вас. Вы действительно талантливый художник, очень добрый, известный, очень благородный человек. Я очень рад знакомиться с вами. Желаю вам дальнейших творческих побед. Конечно, ожидаю от вас, ожидает и театры ваших учеников. Пока их что-то мы не видим, чтобы они... Не в Москву, в Питер. Да. Зачем Москву, Питер? Они должны здесь работать, трудиться во благо нашей республики. Также вот, Станиславский писал, талант никогда не устает, устает бездарность. Вы действительно талантливый человек. Поздравляю вас. Также вот у нас есть такие сувенирчики от Союза театральных деятелей. Я хочу вручить вам это. Приглашаем председателя Союза чувашских художников, доцента Чувашского государственного педагогического университета имени Яковлева Соловьеву Наталью Николаевну, главного художника Чувашского государственного театра оперы и балета, заслуженного художника Чувашской республики Валентина Васильевича Федорова и заслуженного художника Чувашской республики Владислава Алексеевича Зотикова. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые зрители, гости великолепных залов Национальной библиотеки нашей основной. Мы рады очень приветствовать вас всех и, конечно же, Владимира Степановича с такой великолепной, замечательной выставкой, там, где Владимир Степанович всегда стиль, такт, чувство, изящество. И очень приятно здесь находиться и приятно быть знакомым с ним. И Пресненская земля много талантливых художников родила и рожает. С этим хочется тоже поздравить. И Союз чувашских художников вам вручает почетную грамоту на чувашском языке. Я написала, я прочитаю. Хизир Пуджа, Шведов Владимир Степановича, Чуваш университет поддержали, Хизир Пуджа Дечеслав, тогда Танумай подарила Ишсен Туза, Чуваш Республики Не, Илим Лице, Шульдишая, Хабарца Дума, Ыглах Сыглах, Телей, Байхал Сунай. Ладно, Стаховского. Хотя мы с Владимиром одногодки в одной школе учились, и в одной художественной школе первый выпуск у нас был. Но Володя выбрал училище, а я уже другой институт. Но все равно нам пришлось пройти обучение в Москве, и Володя, Валентин,
сегодня, то есть все прошли московскую закалку. Хотя он по фамилии он у нас швед, и шведов. Но его, я думаю, и у нас и земляки постарались, и бресинские, они сейчас вот там стоят, потом, я думаю, выступят. И в Чебоксарах постарались, и в Москве. То есть он сегодня абсолютно русский художник и представляет главным у себя как главный художник Русского драматического театра Чувашии. Так что поздравляем тебя. Хочется мне передать пожелания нашего председателя Творческого союза художников России Дубровина Геннадия Федоровича. Потому что его работы постоянно экспонируются на наших выставках. И вот недавно выставка была на Чебоксарске, так что его работы там произвели большой фурор. И особенно молодому поколению, художникам детской школы, его работы оставили аж на целых 3 месяца. Так что экспонировались, и происходили там какие-то визуальные представления. Так что Володя у нас один из лучших, может быть, даже самый главный русский театральный художник. Ну, Валентин, он скажет еще. В общем, мои большие пожелания быть таким красивым, творчески настроенным. Я думаю, ты достоин быть одним из первых. Поздравляю тебя. Ну, я продолжу тему землячества. В свое время наш живописец чувашский Виктор Львович Немцев, он тоже бресинский такой художник, уроженец, он запустил такой термин импрессионизм, созвучный импрессионизму. Вот. Но импрессионизм. В данном случае действительно все мы учились в одной художественной школе. Я думаю, что есть смысл даже вспомнить, может быть, Бородкину или Илью Григорьевича. Он живет в Ядрине, он открыл эту школу и, в общем, дал такую поросль художника, в том числе и, кстати, театральных. Так получилось, что мы заканчивали одну школу, студию Пунхарт, то есть это одно учебное заведение, в чем тоже, в общем-то, я считаю, заслуга в значительной степени уже дальше училища и там, других учебных заведений, которые затем вырастили такого замечательного, прекрасного театрального художника Владимира Степановича Шведа. Ну, можно сказать еще, что он не сразу родился главным художником Русского драматического театра. Он лет 20 или 25 был главным художником ТЮЗа. Да? Я, если по годам немножко ошибусь, поправить. Затем какое-то время, там, может быть, лет 5, в Чувашском академическом драматическом театре работал. И вот затем пришел по приглашению в то время руководства в Русский драматический театр. И вот здесь я видел эскиз «Лев зимой». Я помню, что это был его первый спектакль. Да? Правильно? Не ошибаюсь? Один из первых. Но, по крайней мере, чем он был знаменательный, знаете, страдала постановочная культура, страдали многие компоненты. И вот этот спектакль, он как бы этим спектаклем Владимир Степанович показал, знаете, когда в театре, что такое постановочная культура. Костюмы решения от головных уборов до перчаток, там, как сказано было сегодня, реквизита и обуви. То есть костюм решен целиком. Полноценная декорация, не просто как-то фрагментарно.
То есть подход такой фундаментальный, который, по сути дела, как бы на новую ступень постановочную часть Русского драматического театра поднял. И сейчас, в общем, все это продолжается. Уверенно театр живет, по крайней мере, это не слабая, но сильная часть Русского драматического театра. Я не касаюсь всех прочих, актерской, режиссерской, за гранью моего рассказа. Да. И что еще хочу сказать, что радует постановка Льва Степановича. Мне кажется, он, знаете, во-первых, кроме того, что работал в разных театрах, он и как постановщик, художественный постановщик, работал и довольно-таки плодотворно в нашем театре оперы и балета, и поставил там тоже целый ряд спектаклей. Вот в эскизе мы видим «Царевна лягушка», да, так сказать, из последних спектаклей. И надо сказать, что его талант, как коньяк, с каждым годом крепнет, становится насыщенней, так сказать. И я думаю, что давайте все пожелаем ему замечательных новых творений, как здесь, как раньше Чуваш шел в гости со своим гусем. Вот я тоже принес удачи. Чувашской Республики Антонина Краснова. Пожалуйста, вам слово. Добрый день. Так приятно видеть, смотреть на таких аксакалов, и все они бресенцы. Вы даже не представляете, какая все-таки наша земля, и бресенская, плодородная такими талантами. Оперный театр, русский драмтеатр. Душа радуется. Вы, конечно же, Владислав Алексеевич, и у нас СТД, опять Сергей Вадимович, и Антонина Краснова с вами. Конечно же, и песни будут, и веселье будут, и сегодня у вас юбилей прекрасный. И мне приятно смотреть на вас и радоваться, потому что действительно вы наш, вы ибресинский. И у нас землячество ибресинцев будет проводить праздник встречи землячества ибресинцев 21 мая, нам 25. И я с удовольствием вас всех приглашаю на наш вечер, наш юбилей. И всем юбилярам именно 21 мая будут вручаться подарки. Поэтому подарок вас ждет 21 мая. И у кого юбиляр в этом году, приходите все, вы все получите юбилей. Ну, что могу еще сказать? Дай Бог, чтобы ваше творчество процветало, вас ценили, вы народный художник Чувашской Республики. И, мне кажется, такими творениями вы Россию без проблем должны получить. И мы будем только рады и поддерживать. Так хочется, чтобы среди ибресинцев было много народных, много заслуженных, много тех людей, которые молодых, чтобы могли обучить, развивать свой район, не только свой район, и Чувашию. Я всем желаю добра и здоровья, а вам я желаю плодотворных успехов творческих. Спасибо вам. Теперь точно вы все время будете приходить к нам в гости. Видите, руку не отпускает, значит точно. Спасибо. Художник яркого дарования Владимир Степанович не только отдает все силы любимому делу, но и передает свои знания, свой опыт молодому поколению. Слово директору Чебоксарского художественного училища Владимиру Николаевичу Ануфриеву. Также к микрофону приглашается почетный работник образования Российской Федерации, кандидат педагогических наук, доцент
преподаватель Чебоксарского художественного училища Ольга Ивановна Голованева. Добрый день. Так приятно сегодня видеть всех в этом уютном, замечательном зале. Все собрались по такому замечательному поводу чествовать нашего чудесного, тактичного, прекрасного, талантливого Владимира Степановича. Я его знаю уже более 5 лет. Мы работаем вместе в художественном училище. И с первых дней меня приняли в большую семью художественного училища. И с Владимиром Степановичем мы ведем дисциплины, которые являются профилями для наших юных театралов. Очень приятно, что чуткость данного педагога и его огромная любовь как к самому творчеству, о чем сегодня говорили, так и к детям, которые он пронес через всю свою жизнь, передает свой опыт молодому поколению. И дети его очень любят, наши студенты замечательные. Вместе с Владимиром Степановичем у нас несколько проектов замечательных получилось, такой коллаборации, соединение темы костюма, декора, головных уборов, аксессуаров, вот о чем говорили сегодня. И все это соединилось в прекрасные коллекции, которые сегодня мы принесли и показали, и еще покажем вам, как огромная благодарность и с огромной любовью, как огромное спасибо великому педагогу тоже. Уважаемые гости, Владимир Степанович, хотелось бы сказать, наверное, то, что Владимир Степанович является собой яркий пример выпускника художественного училища. Закончив Чебоксарское художественное училище много лет назад, закончив там все выдающиеся институты, работы, Владимир Степанович не забыл об училище. Он работает, продолжая замечательную традицию в художественном училище. Это когда выпускники возвращаются и учат студентов. И надо сказать, что Владимир Степанович делает это выдающийся. Просто по-другому сказать не могу. Я уже вот на второй выставке, на вашей персональной, да, он нас выставками персональными не балует, но вот тем не менее, когда вот смотришь на его работу, прекрасно понимаешь, что какой человек воспитывает, обучает будущее театрального искусства Чувашской Республики. И, конечно же, самое научное, самое, какое там у нас еще, это театрально-декорационное отделение. Все кандидаты наук у нас работают на театральном отделении, все выдающиеся художники сейчас у нас работают на театральном отделении. Это отрадно, и, конечно, хотел бы пожелать Владимиру Степановичу вдохновения, крепкого здоровья, творческих успехов. И самое главное, чтобы персональные выставки продолжались. И, конечно же, мы хотим вручить благодарственное письмо Владимиру Степановичу вам от училища. Действительно, вы вкладываете очень большой труд и важную составляющую в обучении и подготовке наших студентов. Спасибо большое. Слово предоставляется заместителю министра культуры по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Богуславскому Георгию Леонидовичу. Добрый день, уважаемый Владимир Степанович. Добрый день. Поздравляю вас с открытием этой замечательной выставки. И ведь действительно 100-летие театра и 40-летие вашего служения не просто художественным, да, искусству, но именно служению театра, это дорогого стоит. И очень приятно, что 100-летие Русского драматического театра мы отмечаем столь широко, и все учреждения культуры Чувашской Республики распахнули свои двери, и мы в Национальной библиотеке, да, имеем возможность расширить тот ореол посетителей и показать то искусство, которое, наверное, может быть, немножко скрыто было в закулисье театра. Да? Это вот прекрасные костюмы, это ваши эскизы, наброски. И действительно, это очень важное, значимое событие для всей культуры Чувашской Республики, ваша персональная выставка. Спасибо вам огромное за ваш труд. И вот действительно, вот это сочетание двух
ветвей театрального искусства, изобразительного искусства. Вашему воплощению дорогого стоит. Спасибо вам огромное, низкий поклон. С праздником! Художественному оформлению театральной сцены Владимир Степанович посвятил более 40 лет. И, как уже говорили, с 2008 года он является главным художником Русского драматического театра. Слово директору Русского драматического театра Дмитрию Владимировичу Капустину. Прекрасный день, красивый, яркий, несмотря на эту хмурость за окном. Эта галерея расцвечена всеми красками вашего творчества. И я всю жизнь восхищался людьми, которые умеют рисовать. Я просто восторгался ими, потому что это дар Божий, то, что ты видишь глазами, с помощью своих рук перенести на холст или же на просто лист бумаги. Я не отношусь к людям, которые могут с первого раза провести две параллельные линии одинаковые. И мне всегда было очень завидно, как это за несколько мгновений несколькими росчерками карандаша на листе, на холсте возникает образ абсолютно понятный, и ты понимаешь, что это такое, что это нарисовано. Это очень здорово. Но еще когда человек наделен вот этой творческой фантазией, которая выражается в определенные образы, конфигурации, и в этих созданных мастером предлагаемых оформленных сценических пространствах живут актеры, делают это органично, и после окончания спектакля зал взрывается аплодисментами. В этом, бесспорно, тоже заслуга художника-постановщика. Владимир Алексеевич, я очень рад, что мы работаем вместе. Владимир Степанович, прошу прощения, меня сегодня очень долго говорили, простите меня, пожалуйста. Я очень рад, что мы работаем вместе, я очень рад, что вы с нами, и я думаю, что это сотрудничество будет продолжаться еще многие-многие годы. И этот юбилей, который мы все ждем, который в декабре, мы сделаем его таким же ярким, как и все ваши работы на сцене Русского драматического театра. Я вас поздравляю от души, пусть эта выставка живет долго, пусть она привлекает внимание. И мне очень приятно, что сегодня с нами много молодых людей, которые очень внимательно изучают каждый экспонат, выставленный сегодня. Спасибо огромное. Я вас поздравляю. Слово для выступления председателю Союза художников Чувашии, заслуженному художнику Российской Федерации, народному художнику Чувашской Республики Владимиру Порфирьевичу Нагорному. Пришлось на другом открытии быть. Сегодня еще на Секине выставка открывалась. А я там был заявлен по протоколу, и поэтому, как говорится, развиваюсь. Вот. Но сегодня действительно замечательный день. Такие интересные художники, как и Насекин, так и Шведов. Мне хочется сказать, конечно, человек достиг уже многого, и народный художник Чувашии. Но так получилось, что у нас как бы припозднился, но Союз художников сейчас подаем. Вот. И я очень хочу, чтобы в нашем коллективе были разнообразные художники, в том числе и театральные художники. И это очень просто обогатит Союз, когда в разных направлениях работают. Вот. Поэтому, Володя, я хотел бы, конечно, от всей души поздравить, но пожелать, во-первых, здоровья. Будет здоровье, можно больше еще работать. Вот. А так, все есть. Талант, трудоспособность. Ведет один из таких ведущих театров в области, так сказать, театрального искусства, художник представляет. Но это такие крепи, как Шведов,
Федоров. Вот, на них держится это все театральное искусство. А это очень трудно, это непростое искусство. Тут надо понимать многие аспекты. Вот, и поэтому, как говорится, дерзать. Спасибо вам за это творчество. Добрый вечер, дорогие друзья. Я очень рад, что вы нашли время, пришли, уважили меня. Спасибо большое вам. Несколько слов хочу сказать о выставке, как она собрана. Ну, первый раз в галерее «Серебряный век» авторская моя выставка была в 2012 году. И с легкой руки меня пригласили в Саранск, в столицу Мордовии. Там, оказывается, мы здесь балуем театральными выставками, хотя они не часто бывают, а в Саранске 30 лет, говорит, не было вообще ни одной выставки театральной. И с этой легкой руки меня пригласили потом в Казань. Но в Казани не получилось. Но приезжал сюда главный художник Казанского театра Камалы Сергей Скоморохов. Он показывал здесь вернисаж свой. Ну и в продолжение вот сегодня, через 10 лет, мы повторили персональную выставку. Здесь вернисаж построен так, чтобы вы могли сравнить работы на одну и ту же тему, одного и того же спектакля в нескольких театрах. Я специально представил сказку «Царевна лягушка», сделанную в оперном театре, и сделанную у нас поставленную в Русском драмтеатре. Они отличаются по жанру, по подходу, по героям. Есть разница. Потом в оперном театре она музыкальная, написал ее Удочкин. У нас музыкальное, оно не авторское, композиторское. Потом здесь выставлены блоками работы, и работы выставлены так, чтобы вы могли сравнить начальную, эскизную работу и фотографию рядышком, как они были осуществлены. Костюмы студентов наших, дипломников. Я не стал брать из репертуара театра, потому что они задействованы, сложно вырвать их из спектаклей. Тем более, что и выставка будет продолжаться где-то больше месяца. Решили показать дипломные работы наших студентов в художественном училище. Работы прекрасные. Вы, если заметили, они сделаны из подручного материала. Все обработано, все как бы из бумаги, из очень дешевых материалов сделано. А вид товарный очень даже высокий. Ну и, конечно, мне хочется поблагодарить родное художественное училище в лице Владимира Николаевича, Ольги Ивановны и студентов, целой команды, которые много работали, показали хорошую коллекцию. Мне хочется поблагодарить наше руководство, Дмитрия Владимировича, за то, что он поддержал меня. Хочется поблагодарить и Союз театральных деятелей, Георгия Леонидовича, что нашли время и пришли. Земляков своих, кого еще забыл, всех родных и близких, которые меня поддерживают и вдохновляют. Спасибо вам большое. И вновь мы уступаем нашу импровизированную сцену студентам Чебоксарского художественного училища. Они представят вашему вниманию